Жители Коми научат оказывать первую помощь пострадавшим от борщевика. Геркулесовая трава страшно ядовита и оставляет сильные ожоги. Памятку с методическими рекомендациями разработал региональный Минсельхоз. Листовки уже доставлены во все муниципалитеты, где активно разрастается ядовитое растение. Как уберечь себя и особенно детей от ожогов знаменитого борщевика Сосновского, расскажет Елена Кононова. Ни при каких обстоятельствах не прикасаться к листьям. А еще лучше обходить Гераклову траву стороной. Это золотые правила, которые следует запомнить всем, без исключения, будь то мал и стар. Как объясняет кандидат биологических наук Иван Чадин, представитель зонтичного семейства содержит в себе фуранокумарин. Это вещество при попадании на кожу человека вызывает очень сильные ожоги, вплоть до 2-й степени. На пораженном месте появляются вот такие волдыри. Сотрудник Коми научного центра на себе испытал воздействие яда этого хищного растения. Говорит, ощущение, как будто кипятком обжегся. Страшно даже представить, что может случиться с ребенком, если он попадет в заросли такого зеленого чудовища. Детям лучше просто не подходить к этому растению, обходить его стороной. У детей у некоторых возникает идея, что если это вредное растение, то хорошее дело – это взять там его, затоптать или палкой сбить, или что-то, в общем, неправильная реакция. Правильная реакция будет отойти в сторонку. Чем меньше людей пострадает от борщевика, тем лучше. Вот ребенок должен помнить. Сейчас борщевик Сосновского активно идет в рост, и люди на своих участках пытаются остановить нашествие хищника самым разным оружием – лопатой, гербицидами, косой. Специалисты напоминают, в бой вступать следует только в спецамуниции. Одежда должна быть из плотного материала, ведь капли сока борщевика могут проникнуть даже через ткань. На руках водонепроницаемые перчатки, на ногах резиновые сапоги. Лицо обязательно прикрыть прозрачным козырьком. Особенно это касается тех, кто работает мотокосой. Как правило, при скашивании сок разбрызгивается по сторонам. Даже высохший яд борщевика на одежде сохраняет обжигающую способность. Вот на перчатках чуть-чуть влаги вот видны. Вот эти перчатки надо помыть теперь под краном большим количеством воды, потому что они станут опасны. А если уж попал яд на кожу, тогда обязательно надо хорошенько промыть пораженный участок. В течение 2-3 дней защищать его от солнечного света. И, конечно же, обратиться к врачу. Сегодня Минсельхозом Коми разработаны памятки о мерах безопасности при столкновении с борщевиком. Эти листовки уже разослали во все города и районы, в которых особенно буйствует ядовитое растение. Памятка предостережения содержит краткую информацию об опасности растения, об оказании первой помощи при попадании сока борщевика на кожу, а также ссылку на ресурс, где размещена дополнительная информация подробная о местах произрастания борщевика, о методах, эффективных методах борьбы с борщевиком, о информации о законодательном регулировании указанного вопроса. Также в памятке указаны телефоны. Позвонив по ним, можно узнать всю информацию, которая касается борьбы с борщевиком и мер безопасности. При этом важно помнить, этот сорняк из семейства зонтичных опасен в любое время суток, в любую погоду. С момента, как появились на поверхности земли его листья, до момента, пока его остатки не припорошит снегом. Елена Кононова, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган.